впервые в Миякинском районе столько вложено сил всеми трудящимися, всеми работниками, всей администрацией, организации. Деревья посадили. Бывший здесь кирзавод, карьер, красную глину добывали здесь. Вот этот карьер сегодня вот в таком состоянии. Мы гордимся этим местом, когда гости приезжают в Мияки, родственники или как, мы обязательно пытаемся или приглашаем их сюда и удивляются, настолько красивые места, оказывается, есть в нашем районе. Насчет пруда можно говорить очень много. Сейчас, в данном моменте, здесь живут бобры, лебеди прилетели, вот недели две уже живут, 2 лебедя. Ондаторы есть, норка, 2 вида. И сейчас вот рыба появилась. Все миякинские детвора сейчас занимаются с удочками возле пруда. И есть где порыбачить. А до этого, значит, этот пруд был отдан в аренду. Тот арендатор слил всю воду, спустил со всей живностью, мальками. И год стоял, как корыто, наполненное просто водой. Вот сейчас немного живность появилась, рыба, разные виды мы запустили сюда в прошлом году. 2 вида карпа и белый амур. Но немного, 70 килограмм. На свои деньги сперва мы их запустили, потом сельсовет нам вернул их, 20 тысяч. А пруд мы взяли его на самообслуживание. Ну, вообще, территория же, она по закону, как бы сельские поселения, они должны жить самообслуживанием, сами за собой смотреть, сами создавать. Вот, и каждую весну человек 40 мы здесь проводим субботник, рыбаки, любители природы, и убираем за собой. И постоянно держим такой чистоты. Учительница физкультуры 2-й школы Алена Сергеевна привела группу детей на этот стадион на урок. И вот она гордится с этим стадионом и со всем парком и местностью нашего Миякинского района. Тут очень замечательные условия для работы с детьми, прекрасное место для пробежек утренних, особенно замечательная природа, пруд, в общем, все очень-очень прекрасно. Аж плакать охота, когда приходишь с утра и видишь эту всю прекрасную, и то, что ты здесь находишься, и тебе очень радостно, что у нас в районе, в центре, есть такой замечательный парк. Очень гордимся. Я даже хочу сказать, что это спортивно-оздоровительный комплекс номер 2, хотел бы я назвать. Вот да, это. потому что в нашей школе посчастливилось. Каждое утро, начиная с пробежек, наши дети занимаются именно в такой красоте.
или 1,5 года тому назад на этой территории настолько было, значит, замусорено, и ничего не было, чтобы кому-то показать или посмотреть. И идея возникла, вот этот пруд взять с рыбаками, любителями и любителями природы на самообслуживание. И вот это вот пруд мы сейчас обслуживаем, территорию убираем. Вот по дамбе сейчас чисто, значит, абсолютно. Весной 40 человек субботник сделали, обошли весь пруд, всю территорию убрали. И вот на сегодняшний день такое место, вот даже свадебный кортеж приехал. Посмотри, вот, Рюкат, сегодня свадебный день, они на такое красивое место приехали. И мне говорили, что Савировы, разве наши люди могут чисто жить, где, как говорится, выпили, там и забросили или пакеты, или чего-то, значит, вот такое. Невозможно, говорили, что навести порядок. Оказывается, надо начать что-то делать. И постепенно молодежь сейчас понимает, рыбаки все знают. Те, которые приезжают, что-то хотят или что-то бросили, они уже чувствуют, что за ними идет какой-то контроль. И абсолютно все возможно, при желании надо начинать любое дело. А в перспективе, допустим, эта местность, наверное, мы до этого, возможно, и не доживем, но в перспективе эта территория будет наверняка, я так думаю, что кто-то состоятельный, желающий создать красоту, заимеет этим местом. Вот, допустим, идея может вот с этого парка, прям вот с этой сопки, и протянуть через пруд канатную дорогу. Это шутки, конечно, сегодня, как бы невозможные. Через пруд, если канатная дорога, а там, значит, у нас сосновый бор. В жаркие дни там такой воздух стоит, не надо никакие санатории. И дальше вот на той сопке, которая вот так выступают там наши камни, вот выше, какую-то пирамиду еще поставить. Вот тоже идея, она интересная. Она, когда заходишь в парк, туда со стороны стадиона, и прямо вот эта сопка, она верхняя часть видна, и вот напрашивается какую-то пирамиду или какую-то фигуру, что-то надо поставить. Ну, это все идея. Я надеюсь, что она исполнится. Мне хочется эту местность показать миякинцам, людям Миякинского района, нашей всей Башкирии, чтобы знали, есть такое место, где самоуправление хорошее поставлено и территория отличная.
Станция. Знімають магазин. И цим. Bizim Miyakинский сайт там был, Ромашка. Санітари, ладно. Прекрасно. Ну, санітари. Поезите, Şey, Гдесин. Мен Миякенеке. Поездда Миякенеке бит. мен зиптеу менен больше увлекаться этем. Benim oğlum Tahir bir спортивный комплекс. Ну ладно. В общем, рыбачьте, Бір нәрсе отдыхайте. генә булмаса да безнең менә обмен Федоровский район рыб заводларыннан Да? Аллаға шүкір. Монда будем запускать Алла берсе Так, сезнең подожди. с Тогда позволения вашего. координаты надо оставить. Давайте. За порядком в этом парке в основном это идея, конечно, основная идея главы администрации Ришата Габдрашитовича навести здесь порядок. И парк передали на баланс отдела культуры. Начальник отдела культуры назначил Валеру, который действительно дома наверняка у него тоже такой же порядок. Но настолько он ухаживает за этим парком. В 6 часов он подъезжает, всю территорию обходит, убирает и, значит, настолько добросовестно и честно. Валера, тебе спасибо за это содержание этого парка. А глава администрации тоже утром на велосипеде сюда приезжает и пробежку делает, любуется этой природой, своим трудом и нашим трудом, во всяком случае. Мы тоже гордимся, поддерживаем его в любых отношениях. Как содержать райцентр, как содержать дороги, как парки, как личное хозяйство у каждого во дворе, чтобы был порядок. Надо начинать, как говорится, с самого себя и жить, как это, на чистом месте, с открытой душой, с добрым сердцем. Вот, наверное, и все мои пожелания.